Дети, вы ведаете, до нас у садок пришло аудиописьмо. Послухайте, коли ласка. Привитание, дети. Я вельми рада дослать вам это письмо. Я запрошаю вас у подорожжя. А куда мы отправимся, вы доведаетесь, коли нагадаете загадку. Тячи, не вытече. Бежить, не выбежить. Дети, про что эта загадка? Про речку. Про речку, правильно? Скажите, коли ласка, на чим можна подорожничать по речці? Які види водного транспорту? На кораблі. На кораблі. На чим ще? На лодці. На подводці. Восьма. На катере, мальчина. У нас наша речка широкая вельми. Ні. Який ж ми виберемо від транспорту водного, як нам подорожничать? Лодку, правильно. А теперь мы пойдем, побудуем лодку и отправимся у подорожья. Дети, вот мы с вами отправляемся у подорожья. Вы будете пассажиры, а я ваш экскурсовод. Мы отправляемся у подорожья по раце, якая тече в нашей місцевості. Рака называется Клява. На березе раки Клявы стоит местечко, где мы живем. Как называется наша вёска? Как называется наша вёска? Трабы. Клява тече по пригожей місцевості. На берегах Клявы живописные пейзажи. Так само у раце Клява тече прозрыстая и чистая вода. Эту воду люди використовують для поливу огородов, так само для свойських жывёл. Бераги Клявы вельми пригожие, особливо у летний, весновый и осенний час. Потому что можно там еще купаться. Вось, на берегах раки люди любят відпочивать, ловить рыбу и купаться. А у який сезон люди купаются? Нарешті. Летом. Купаются люди? Летом. Якие жывёлы живут на раце? На раце живут бобры. Якие птушки живут на раце? На раце живут качки. У раце еще водится рыба, щупак, окунь, карась и форель. Подойдите сюда. Поглядите, мы сошли на берег. А что тут зарылось? Что тут такое? Ну, ще я много. Шмат сметнику. А вы бачите, что тут не видать ни птушек, ни живёл никаких. Як ви лічите, сміття може їм перешкоджати? Не може сміття перешкоджати живим істотам? Не може? А чому тоді вони тут не живуть? Пригожий цей берег? Ні. А як ми можемо допомогти нашим меншим братам? Все боятся мусора. Давайте, коли ласка, я вам вже знайшов для сміття. І будемо збирати сміття на березі, щоб берег наш був пригожий. Збирайте, коли ласка. Ось ми покладемо наш мешок со сміттям в лодку, заберем с собой у садок и потом его рассортируем у контейнера для сміття. Поглядите, у нас чистый теперь берег? Да. Чистый берег, молодцы. Раз, два, три, четыре. Ты на берег Зазерни. А теперь 4, 5. Будем смеси собирать. Берем мешок, заберем с собой в садок. всім треба. Разделать, береги не забывать, смеси не кидать. Дети, поглядите, мы с вами собрали еще сміття, и поглядите,
який прыгожы кустик лазы тут вырос. Нават котики на ёй распусціліся. Так и хочется зламаць гэтыя галинки и занести себе прыгожы букет. Давайте мы наломаем букетик себе додому. Сломаем? Нет, а чему мы не будем ломать? Потому что тогда это не будет красиво. Можно фото сделать и маме, и папе. Малайчина, поглядите наш шмат. Коли мы все по галинце сорвем, что застанется с кустика? Только палки. Только палки, правильно. Дети, скажите, коли ласка, як мы можем прыгожие галинки нашим молодшим сябрам показать? Что можно сделать? Можно просто их намалевать. Можно сделать. Можно из бумаги. Малайчина. Вот мы зараз с вами вернемся в садок и намалюем нашим молодшим сябрам прыгожие малюнки. И они так само побудут с нами у нашем подорожье. И побачите, какой красивый кустик лозы вырос на березе нашей раки Клявы. А зараз мы погуляем с вами у гульню. Что робить и какой предмет. Я буду задавать питание, а вы мне будете отказывать. Якая рака? Рака долгая. Передавай, Галин. Что робить вода в раце? Чачок. Якія дрэвы і кусты каля ракі растуць? Пригожие. Что робят люди на березе раки? Якая вода в раце? Зрыса. Якія берагі ў ракі Клявы? Береги пригожие. Дети, поглядите, які прыгожы калвін даслаў мне вадзянічок. Ён прыслаў медалі юных эколагаў. Гэта значыць, што мы з вами заўсёды павінны памятаць пра тое, што мы адказныя за тое, якая наша будзе прыгожая рака, якія будуць чыстыя берагі, і як шмат там будзе прыгожых раслін расці і жыць розных жывёл. Калі ласка, вы цяпер сапраўдныя экалята, якія будуць клапаціцца пра прыгажосць нашага роднага краю.